Это у нас вот мамка встретила сына. Так, давайте отсюда. Пойдем вперед. Вперед. Тихо ты, Валта! Куба нельзя. Куба нельзя. Нельзя. Куба нельзя. Нельзя. Куба. Вот посмотрите, сын ее догнал уже по холке. Почти. Куба только шире и башка пока что. Нельзя. Вот. Этот огрызается, смотрю. Вольфундики так не огрызались на нее. Эта кобелина огрызается. Куба, ты чё? Отказалась от своих детишек? Из-за него тебя там он не смог вылезти. Из-за него пришлось ее там стимуляторами колоть и вытаскивать его. У него даже шрам остался после родов. Его не могли вытащить. Да, лордик, вон, повредили. У него шрам здесь. Ты у нас ценный детеныш, спасеныш. Оскар как в луже, как свинку. Умка, я тебе сейчас, ну-ка нельзя. Он все равно в игре не протыкает, аккуратненько очень. Все равно не сильно. Зачем так, а? С детишками. Он сидит. Смотрите, аж кусок от него. У них сила сжатия вольфундов челюстей очень большая. Так, Куба, не прыгать на меня. Не прыгать! Умка, сейчас ты у меня отхватишь. Не прыгать, сказал. Куба. Нельзя. Ах ты, Умка, я тебе сейчас устрою. Ну-ка нельзя. Ну-ка нельзя. Так, куда у нас Балта делся? Надо Балта возвращать. Пойдем искать его, лорд. В общем, дорогие друзья, сам провел обследование сейчас по поводу Светлого, как он видит, не видит. В общем, посмотрите, вот наша черничка. У нее глаз внутри черный. Никакой белой пелены мы наблюдать не можем. Видите? Черный глаз. Теперь смотрим на Светлого. Внимательно. Смотрим. Так, где свет взять? У него внутри как будто... Видите, белая пелена, похожая на катаракту. Я не знаю, правильно это, неправильно, я говорю. Я делаю вывод с того, что я знаю, с того, что я видел в своей жизни. Поэтому, надеюсь, в ближайшее время мы сейчас запишемся к доктору и поедем, проверим глаза наши, да, Светлый? А то мне прям... чуйка какая-то подсказывает, что ты плохо видишь. Вон у него прям белая. Видите, вон белая. Вместо черного белая. Вот, наверное, заметили. Вон белая. Я позвонил Кириллу, сказал, чтобы он проверил у братьев и сестер эту проблему. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что это выйдет. Может, я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь глубоко. Сейчас. Вот, посмотрите. Видите, глаз мутный. Он, не скажу, что не видит. У него просто очень плохое зрение. Посмотрите на глаз его. Ай, черника, не трогай меня. Вот его глаз. В общем, посадили Умку сюда, чтобы малышню не обижать. Валенда ему, конечно, дадут просраться. Вольник уже показал себя ему, что не вариант над ним доминировать. Вольник уже размером как Умка. Они все догнали Умку уже. Им по 5-6 месяцев они все догнали уже. Наря, братиш с ним.
Он лорд. Это мошка появилась кусучая. Акула, молодец, облаиваешь, да? Ну, Умка знает, с кем как себя вести. Смотрите, пытается на вольника. Вольник непоколебимый вообще. Молодец, акула. Скажи, что тебя трогают? Братиш, что такое? Он до лорда и до вольника лезет. Он чувствует, кто самый младший. Больше к ним все равно интереса. Ну-ка, смотри мне. Обижать будешь? Короче, у нас небольшое ЧП случилось. А на акулу еле спас. Пока пересадил бегом братиша, подразнил его. И то у него он полуоткрыто. Чтоб он не открыл. То он, блин, сейчас тут будет бойня у нас. Короче, Умка начал душить акулу. И тут Ария подключилась. И вместе начали гасить его всей толпой. Но эти малышня, понятно, как могли, отбивали, но все равно Умка взрослый, сил столько нету на него. Он просится со мной, теперь стоит весь, вон, смотрите, надо просто посмотреть, прям душить насмерть начал. Он не подчинялся ему, лез на него, докапывался, этот отпор давал, но вот все же услышал, что максимум криков, бойня. Короче, пересаживать надо Умку вообще от малышей подальше. Вон Сергей прибежал. Все, теперь не отходишь от меня, акула. Пойдем выйдем. У кого? Умки, да. Смотрите, пруд еще. Вон Ария плавает. Весь зеленый. Надо это. И Ария получила. Совсем офигела, блин. Душит жениха. Ну вот стайная. Они-то вместе недолго, месяц там, да? А с Умкой они уже почти год. Вот и разница. Так бы задушили нафиг. Уже все, он там. Последние вздохи у него были. Вольник ему все навалять хочет. Он ходит возле него, холку дыбит. Все, акула, все хорошо. Да, это вольник. Вон он стоит, смотрите. Огрызается, ну. Завалить хотят. Короче, капец. Куда его теперь пересадить, тебя, Умка? Там волчата, там ты тех давишь. В открытый вольер. Хорошо, вольник, молодец. Умница. А Умка говнюк. Говнюк. Я тебе дам. Все, пересадил Умку сюда. Надеюсь, Ария не будет душить акулу. Что-то он вообще прям от ног не отходит теперь. Поскуливает. Ну его выпустите тогда его. Пусть побует это. Сейчас я подойду. Акула у нас напросился. Выпустили его. Пусть немножко отойдет от всего. Лапы дрожат аж. Да, акула. А я побежал, короче. Увидел все отсюда. Начал бежать. Я мыл как раз этот... кафель уличный, и
услышал, ну, все, драка. Побежал туда, ну, смотрю, все, он душит его прям наглухо. И Ария поддавливает тоже. И начал Брэдша отвлекать сразу туда, в тот прибанник, в зону. Его быстро-быстро, ну, подразнил, чтобы он туда зашел ко мне. Он на меня начал нападать, забежал. И я начинаю так бежать и вижу боковым зрением и начинаю смотреть, пока бежал, направо повернулся. Увидел, как Умка его за глотку начал тащить туда, к братишу, в сторону. Прям вообще беспроблемно вот так поднял и начал тащить. И все, и к углу там я уже побежал, чтобы подальше. Он тоже все рассчитал, чтобы, может быть, задушить, не задушить, чтобы меньше траектории от входа бежать не было до него. И он в самый угол его потащил. Ну и все, и там пришлось прям капец их там всех, чтобы отошли от него. Ну и все, отошли вроде бы. Потом опять начали подкусывать. Ну и все, его видели. Я потом начал снимать, когда все подуспокоилось. Короче, Умка не так прост, как вы все там пишете и думаете. В Умке 30% волчьей крови, и она очень чувствительная, он очень сильный, очень мощный. И Сергей говорит, давайте его руками слоем. Я говорю, руками не получится словить его. И вот он подошел классно, да, он может руку порвать тоже. У него там клычище, это так кажется. У него прям глаза загорелись. Прям. Да, у него как это, как на жертву. Все, адреналин поймал, он тоже Ария бегает. Я Ария за задницу укусила пару раз. Успокоиться не может. Он выслеживает. Тоже, как его туда сейчас спускать? Ария прям вообще... Ну, как я и сказал, он сидел там с Арией месяц, да, Умка почти год. Вот и разница. За Умку, конечно, втопанула. Я не понимаю, почему братиш там никак не отреагировал. Ну, ладно. В общем, Умку пересаживаю. Посмотрите, эти охотятся на него, Алу и... Вон, посмотрите, лезет. Все, нельзя, Умка. Алу и Вольник прям разорвать его хотят. И вон лорд тоже. Злый на него, капец. Он акулу сюда подсадил. Акула, что он у тебя? Чуть не убил тебя. И туда вот Кубу тоже, наверное, посажу, чтобы, не дай бог, что с малышами не случилось. Видите, как они реагируют? Как звери облаивают. Вот он, лорд, молодец, лорд, хорошо, пойдемте. Да, она поправилась. Смотрите на этого терминатора, тащит как убийца. Вон, смотрите на волков. Вообще по барабану, хвост напрягла. Пойдем. Щенки сейчас тоже ее облаивали. Ну, Умка воспитателя ведем к тебе. Раз ты так себя ведешь, гасишь всех, тебе идет супер воспитатель. Не просто так, походу, она тебя щимит. Не просто так. Стой, да, я тебе. Иди сюда за дерево. Мы дерево это оставили. Так, пойдем. Куба. Куба. Куба, иди сюда. Да блин. Ну все. Пока будете здесь. Куба и Умка. Проэкспериментировали все мы тут с ними. Не вариант. Большие риски. Пока под присмотром все нормально. Только отворачиваешься, все. Смотрите на него. Что он делает? Умка. Вот его не любят многие, да, вот даже тут подходят. Не люблю его, не надо его там любить. Как его можно не любить? Смотрите, тоже своего образа. Вот такой характер, вот такой он. Что теперь поделать? Нельзя тут выбирать. Хоть он и обидел сильно акулу, но что теперь поделать? Все, довольная Куба. Вернули тебе, кого воспитывать будешь, да? Смотрите на нее. Довольная. Силище, конечно, у Умки немерено. Куба, посмотрите на задницу, огромная какая. А, ты. Задница огромная. И Умочка тут. Такой малышок худенький. Все, поговори, ты как сынок. Сынок, как ты, точнее, разговорчивый. Все, сейчас палевыми станете, не белыми, он этот уже стал. Всем привет.
Вчера у нас, конечно, произошло небольшое ЧП. Сегодня, если честно, тоже. Сейчас пойду, поснимаю, расскажу все. В общем, акула всю ночь сидел в том вольере. Ну, сейчас подойду. Вы, соболя, злюки какие. Какие вы злюки стали. Какие злюки стали. Это меня кусает бугу постоянно. Рычат. Постоянно есть хотят, да? Постоянно есть хотят бугу. Бугу. Ай, кусака. Ай, кусака. Монстры вообще конкретные. Фиг утром зайдешь к ним, не пускают тебя. В общем, где Черничка и Светлый сидел, там сидел ночью эту Йети, Моника и акула. Акула всю ночь не давал спать, разрывался, просил обратно вот сюда в вольер. Умку мы, естественно, отсадили вот туда, где Куба. Вот там он и сидит сейчас всю ночь. Вон они, им хорошо. Они себя прекрасно чувствуют. Куба разговорчивая такая, он зовет. Смотрите на них. Красавцы какие. Умка и Куба. В общем, отсюда Монечку сегодня побегать выпустил, к Веге ее сейчас посадил. А акулу подсадил сюда обратно. Думал, ну все, отлично будет, все хорошо, чего Умки нету. Они же дружили, все нормально. И не представляете, Ария просто наглухо начала душить, давить. Еле сегодня разнялись с Сергеем, при Сергее все это происходило. Сергей тоже был в шоке, от неожиданности, как так, Ария, все дружили, все нормально. А здесь она начала душить его. На меня она сейчас, если честно, тоже не очень ко мне расположена. Видите, она даже не ластится, не бежит ко мне. Она на меня обиделась, потому что первый раз ее разнимала от акулы. И сейчас второй раз пришлось здесь с братишом тоже конфликтовали, капец. Думал, все, придушу его. Но кидается прям, Арию защищает. Нашел момент, когда я отвлекаюсь, и пытался меня тоже в глотку мне вцепиться. Это у нас лордик, там Алу, и вон у нас вольник. Если честно, выжимает потихоньку. Вот выжили Йети, выжил акула. Вот он, считайте, вожак здесь был. И пришел Умка. Умка был до этого такой более активный, более, не сказать, что вожак, но он доминировал здесь над всеми. И все, и ему акула не нравился, он все подходил сверху, снизу, сбоку, пытался акулу все зацепить, тот отгавкивался, и в момент, когда там отвернулся он, тот ему глотку снизу вцепился, и все, и начал его душить. Вроде бы умочка, маленький, бедненький, несчастненький, а посмотрите, что творит. Просто наглухо бы его убил, уже ноги дергались. Поэтому Сари то же самое, разняли, потрепала она его сегодня прям сильно. Чтоб кобеля не испортить, нельзя таких моментов допускать на самом деле. И у него уже немножко появился страх. Я к Таге его подсадил, что с мамкой немножко там это. А он это все, прям бедный, прижимает хвост. У него оскал сразу кидается, все, в защиту становится. Хотя Тайга ничего не делала, она пыталась с ним поиграть. Вот, чтобы его немножко отвлечь, вот посадили Йети сюда. Смотрите, что делает. И акула, вон он лежит. Акула хочет на выход, просится. Акула, иди сюда, иди сюда. Что, не играешься, да, с малышней? Вот они их немножко подгашивают, но не сильно все равно. Терпимо. Вот они, два брата, посмотрите, какие. Этот, конечно, размером гигантизм у него. Все, тихо, разлаялись. Немножко, чтобы подоминировала акула, здесь опять вернул свой статус. И уже сюда его не вариант садить, Карья. Надо, чтобы он окреп, у него был рост, вес. Пока он маленький, он не справляется. Уже, скорее всего, только на вязку будем его пускать. Карья и то. Смотрите на нее.
В момент изменила свою это. Умка, конечно, дисциплину всю испортил. Полностью все попортил дисциплину. Видите, в один момент. Аллу, тебя тоже будут выжимать, да, скоро, Ария? Ты пока не даешь тоже себя обидеть. Как акула не давала обидеть. Но она просто в подчинении идет. Когда надо, она идет в подчинение. А акула вообще никому не шел в подчинение. Вот его Умка и гасанул нормально так. Ария, ты будешь ко мне подходить, нет? Бесстыжая такая, а? Бесстыжая. 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 Смотрите, надо. Волчара. Это лордик у нас. Ну, пока так, будем на днях решать, кого куда пересаживать, кто с кем будет сидеть, потому что это не дело, чтобы вот так проснуться утром и кого-то мертвым найти. Собаки серьезные, гибриды серьезные, валенды серьезные, волки тем более. Вон, видите, вроде бы все хорошо, он облизывается. Барчиша помучивает. Сергей тоже удивился. До этого не видел ничего такого подобного. А здесь прям намертво. Намертво просто вот Умка, хоть он и небольшой, но он средний. Он не скажу, что он мелкий. Он средний. Он, посмотрите, он Кубу в принципе догнал. И он очень прыгучий на ногах, очень сильный. Несмотря на то, что он такой вот весь мимишный. Смотрите, Куба с ним нежится. Он сейчас Кубка хоть похудеет здесь. Так что тут нет слабых в парке волков. Все звери серьезные, сильные. Он и, в принципе, и с Кубой может поконкурировать. Просто, во-первых, она самка. Во-вторых, старше. На 6 лет его. Поэтому, как бы, он и не пытается ничего сделать особо. Только в защите стоит. Плюс волчья кровь практически в одинаковой процентовке. А тут у нас акула был чистокровный самец западно-сибирской лайки, кобелечек. Плюс ему всего лишь 6,5 месяцев. Плюс доминировал здесь над всеми. Ну и вот Умка пришел и решил все. Ничего, отойдет. Все нормально будет.